Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои хорошие, давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, что случится со дня на день, что вас ждет. Что будет происходить с вами в вашей жизни. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Назовите свое имя, так и спросите, что случится со дня на день. И давайте посмотрим. Я выбираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Смотрите, мои хорошие. Кому-то придется очень много решать вопросов, связанных с какими-то документами, справками, возможно, даже с банками. Придется прям стены пробивать. Вы знаете, вот какое-то прям сопротивление идет. То есть все такие занятые, деловые, никому не дело до обычных людей. И вам придется очень громко заявить о себе, вот потребовать к себе внимания. Я вижу, что вы человек спокойный и человек законопослушный. То есть не привыкли вы так себя вести. По жизни вы спокойно очень себя ведете, то есть не идете на рожон, там, не создаете каких-то критических ситуаций. А тут вы столкнетесь, действительно с непробиваемой стеной, либо с людьми, которые спустя рукава выполняют свои обязанности. Вижу, что у вас прям праведный гнев пойдет, и вы так прям как ножками затупаете, как кулачками застучите. Вот. И люди, которые вот должны выполнять свою работу, просто обалдеют. Обалдеют, а возможно даже как испугаются, да, шокированы будут. Как это так, да, обычный человек нашу тут бюрократическую систему ломает. И вы знаете, на ваше удивление, вот скривив лица, начнут шевелиться, начнут что-то делать. И сделают для вас больше, чем вы, например, просили или требовали. Вот такой эффект идет. Знаете, мои хорошие, вот проявите вы себя, проявите свой характер, ну и, конечно же, заявите о своих гражданских правах и будете абсолютно правы. Заставите вот этих горе-сотрудников, неважно, там госучреждения, там банковская система, может быть, даже какие-то лечебные учреждения, заставите этих людей поработать. Вы знаете, вот люди, которые будут вас окружать, они будут смотреть на вас как на героя, героиню, возможно, даже аплодировать кто-то вам будет. То есть однозначно идет вот прям поддержка и одобрение вас, ваших действий. Здесь вы, конечно, блеснете, и тут однозначно вас ждет очень серьезная победа. Дальше, мои хорошие, какой-то очень серьезный разговор. Либо продолжительный по времени, либо очень серьезный разговор, в котором что-то разрешится, либо что-то решится. И опять же таки, это идет и для вас с пользой. Разговор, скорее всего, вот телефон вот идет, может быть, даже переписка, хотя больше похоже на телефонный разговор. То есть вы будете человека либо убеждать, либо что-то аргументировать так конкретно, с доказательствами, логически разговаривать, да, что человек с вами согласится. Однозначно, очень успешный разговор, но непростой. Здесь вот либо времени очень много потратите, либо действительно придется вот прям проявить себя, да, стойкость свою проявить, характер свой проявить. Ничего, получится, все будет замечательно. Дальше. Птицы летят в ваш дом. Это какие-то новости, сообщения, весточки, опять же таки, могут быть, да, приятные. С правой стороны летят птицы. И с левой стороны вы кому-то будете отправлять. Кто-то вам будет нужен, да, либо человек вы будете мечтать там пообщаться с этим человеком, либо хотеть вот выйти на связь, может быть, приглашать кого-то будете отправлять весточку. Причем отправляете вы ее с таким вот посылом, да,
либо с таким ощущением, что вдруг там не дойдет, вдруг там человек там не увидит, не услышит, не поймет, не согласится. Значит, мои хорошие, обязательно и увидит, и услышит, и, конечно же, с вами согласится. Вот, то есть ваша весточка, она дойдет до адресата, ваш посыл дойдет. Вот, что касается того, что к вам придет, ну, тут какая-то прям польза, тут действительно какие-то хорошие новости для вас, может быть, какие-то сообщения приятные, может даже поздравлять вас кто-то с чем-то будет. То есть, либо там человечек какой-то полезной информацией с вами поделится. То есть дважды вылетает. Так, а здесь у меня мужчина, который что-то получил, купил, заработал, приобрел, опять же таки, да, мужчина с полным пакетом, либо с полными карманами на пороге дома. Это может быть ваш супруг, ваш любимый человек, может быть там сын ваш, да, взрослый, если работает. То есть идет человек домой не пустой, несет домой блага. Очень, кстати, приятно. Не забудьте похвалить, и у вас прям такой приятный вечер, там настроение улучшится. Ну, конечно, когда ваш любимый человек, неважно, там муж, либо сын чего-то добивается, это всегда очень приятно. Прям какой-то даже маленький семейный праздник, возможно, у вас произойдет, да, вы что-то вот прям отмечать будете. Дальше, мои хорошие, здесь идут угощения и дары вам. Возможно, вас будут приглашать в дом, где будет очень много вкусной еды, либо принесут угощение к вам. Может быть, кто-то из ваших близких, там мамочка заботливая ваша, там подружка, сестра, там соседка хорошая, да, чего-то там наготовит, купит, придет к вам, с вами поделится, например, да, вот как вариант. Либо вас позовут на какое-то вот доброе застолье, где вы посидите, душу отведете, вкусняшек покушаете, кстати, будет очень вкусно, и очень приятно проведете время. У вас от этого настроение улучшается, настроение повышается. Дальше, мои хорошие, я вижу, что кто-то будет заниматься то ли вопросами образования, повышения, может быть, квалификации, может быть, ребенка будете пристраивать в какой-то образовательный центр, либо в школу, либо в институт. Здесь, мои хорошие, придется вам вот как будто бы много куда-то ходить, чего-то будет не хватать, может быть, каких-то документов, справок, ну, разрешений, может быть, даже. То есть ноги могут устать, придется вот как несколько раз ходить. Либо действительно там, потратить время на то, чтобы собрать нужный пакет документов. Вы почему-то представляете себе, что легко пойдет. То есть вы не справитесь там, одним днем, 2 днями. То есть тут уйдет где-то, может быть, там, неделя, либо даже 2 недели. То есть события вот как растянутое по времени получается. И вот физические силы будете прикладывать, да, потому что очень много всего нужно будет там посетить. Ну, опять же, да, если документы надо собирать, то какое-то время займет. И по разным, кстати, инстанциям нужно будет походить, да, вот это все пособирать. Ну, справитесь. Просто вот я вас предупреждаю, что времени уйдет на это гораздо больше, чем вы там себе спланировали. Да, вот запас себе времени давайте. Дальше, мои хорошие, здесь поездка кому-то выходит, очень приятная поездка, то ли на дачу, то ли на природу, может быть, в какой-то парк вы поедете. Поездка сама по себе приятная, но могут быть какие-то казусы, связанные с аллергическими реакциями, либо с насекомыми. Вот, смотрите в оба, за детьми особенно смотрите, чтобы вас там какие-нибудь, не дай бог, там пчелы не покусали, да, там, либо... Ну, если там ехать на природу, то там могут быть там всякие шершни, оводы. Ну, то есть какие-то насекомые могут проблемы создавать. И опять же таки обращайте внимание на цветущие растения. Есть такие растения, у которых пыльца очень ядовитая. Вот на это обращайте внимание. Конечно, на природу надо выезжать. И, конечно же, это очень полезно и для взрослых, и для детей. Но природа иногда может, извините, и покусать, либо вот в виде аллергии, либо в виде насекомых. Берите с собой средства защиты. Может быть, кстати, вы поедете в кемпинг, да, то есть там с палатками в лесу. То же самое, не забудьте взять средства против насекомых. И возьмите, пожалуйста, препараты и средства, которые помогают бороться с аллергией. У вас почему-то именно на это идет. Так.
Дальше, мои хорошие, здесь у меня мужчина на пороге, кому-то на пороге, причем мужчина с ухаживаниями, с какими-то предложениями. Вот внимание. Мужчина будет уделять внимание женщине. Я не знаю, ваш ли это мужчина, либо это новый мужчина в вашей жизни. Здесь мне не показано, но показано, что мужчина прям такой, знаете, вот напор от мужчины идет. Может быть, вы знакомые, встречались, да, и мужчина как-то особо в вашу сторону там не двигался. А тут прям как подменили, и давай встречаться, и давай общаться, и пошли туда-сюда. СМС-очки, звоночки. Постоянно, знаете, вот как будто бы он с вами на короткой ноге, да, постоянно где-то рядом. Только попрощались, я поворачиваюсь, да, он уже за спиной стоит, рукой машет, опять здравствуйте. То есть вы даже как-то устанете от внимания, вот такого усиленного внимания со стороны мужчины. Девочки, ну стараться будет, чтобы, ну вот отношений хочется, чтобы быть с вами вместе, чтобы побольше побыть с вами вместе. У вас будет вопрос, почему так происходит. У вас за спиной кто-то стоит, за спиной стоит другой мужчина. Может быть, у вас и нет другого мужчины, но вот этот, да, который активируется, он как будто бы приревновал, испугался, что, боже, я тут такой тормоз, да, ручной, пока я буду думать, пока я буду собираться, ее уведут. Может быть, кто-то что-то сказал, но вот эта активность, она объясняется тем, что мужчина ревнует, и мужчина боится вас потерять. То есть все-таки перешел к активным действиям в вашу сторону. Значит, то вы мечтали об этом, а тут прям усталость может пойти и скажете, боже, ну действительно, ну сколько можно, да? Дай хоть немножечко побыть наедине сама с собой. Как-то прямо очень он вас прям будет окружать, заходить, предлагать, будете еще просить. Отстань от меня, отстань, дай мне своими делами позаниматься. Так, по поводу дел. Дела. Ну, кто у меня ищет работу, здесь вам будут что-то предлагать, но такое, знаете, вот есть такое выражение, да, ни уму, ни сердцу. Ну, вот приблизительно такое предложение и поступит. И я вам сразу говорю, вот если сомневаетесь, если понимаете, что не ваше, лучше не тратьте время. Есть большой риск, что вы, например, пойдете на собеседование, на интервью, придете, посмотрите, что оно, ну, не ваше, вот просто не ваше, да, либо условия какие-то там зверские. Вот. Лучше не тратьте времени. Проведите это время с пользой для себя, для своего здоровья. Вот. А для тех, кто работает, ну, вы работали как работаете. Единственное, что могут быть какие-то на ваших глазах, да, могут быть какие-то разборки. Может быть, там начальник будет лютовать, может быть, там сотрудники между собой там поссорятся, может быть, там клиенты какие-то недовольные появятся. Ну, такое, знаете, как развлечение, да, аттракцион. Испугаться особо не испугаетесь, но приятного тоже будет мало. То есть на ваших глазах там люди спорят, ну, кому это приятно, никому не приятно. Вы, главное, ни во что не вмешиваетесь, ни во что не власти. Ваше дело как наблюдать. Вот это будет правильное решение. Так, для тех, кто работает сам на себя, здесь могут какие-то новые поступить люди к вам, клиенты, например, да, заказчики могут поступить. Но очень такие люди, вот, ну, не переборчивые, а скорее придирчивые, да, могут там требовать от вас рекомендации, там, качества, там, какие-нибудь документы, сертификаты. Что-то им нужно будет подтверждать, да, вот, чтобы они убедились, что да, там все замечательно, что вы все делаете правильно, что никаких вопросов, проблем не будет. Значит, у вас будет желание отказаться от этих людей. То есть вы скажете, вот еще голову мне морочат, да? Что я должен, либо должна время тратить на то, чтобы что-то кому-то доказывать. Мои хорошие, вот так поступать не надо, потому что здесь клиенты эти придираются не потому, что они такие противные, а потому что речь, скорее всего, пойдет о каком-то долгосрочном сотрудничестве, да, либо каких-то больших заказах. То есть люди всего не рассказывают, да, вот с чем они к вам приходят и обращаются. Но такая нервотрепочка, она тут возможна. Вот, так что вы берите себя в руки. Если у вас какие-то документы просят, какие-то подтверждения, лучше дайте. Ну, вы не пожалеете. По крайней мере, я вижу, что вы не пожалеете. Так, дальше идем. Здесь у меня женщина в возрасте, женщина, противная женщина, но вы ее любите.
какие-то претензии, жалобы могут быть. Ну, тут просто, знаете, как желание, чтобы выслушали, и желание, может быть, я не знаю, там, внимания вашего, может быть, чтобы сказали, что, ой, да, мы же там любим, ценим, ты нам нужна, и прочее, прочее. Ну, потерпите, как бы от вас не убудет, а женщине это и будет приятно. Вот что-то у нее накопилось, хочет о чем-то поговорить. Скорее, конечно, похоже на жалобы, нравоучения, но тем не менее. Дальше, мои хорошие, здесь вот кто-то у меня займется собой, внешним видом, что-то будете делать, может быть, предлагать вам будут, предлагать, что... Я не могу понять, то ли какие-то стрижки, то ли какие-то, может быть, даже уколы красоты, то ли какие-то уходовые мероприятия будут вам предлагать. Ну, что-то будут предлагать. Значит, мои хорошие, стоит ли это делать? Ну, решайте сами. Единственное, что торгуйтесь по цене, потому что будут предлагать с целью заработать на вас. Понимаете? Могут предлагать дороже, чем оно есть там в других местах. Да? А здесь нужно именно торговаться, и здесь нужно, ну, денежки свои беречь, вот, потому что могут вас там уговорить, наговорить, вот, вы рискуете потратиться больше, чем оно того стоит. Так, какой-то очень сильный человек вам на помощь придет, либо как вы нуждаетесь в помощи, этот человек вам поможет, либо человек узнает, что у вас какие-то проблемы. Сильный человек, не могу сказать, то есть у него очень сильные руки. И вот он будет именно руками вам помогать. И человек очень хороший, приличный, воспитанный. Этот человек, он может не только вам помочь вот по вашему вопросу дела, он еще в других вопросах очень компетентный. С этим человеком лучше общаться. И если там, как, не знаю, обменяться телефонами, договориться. Не стесняйтесь этого человека. Человек очень добрый. За этим человеком еще другие люди стоят. То есть, если он сам не сможет, то он и другим скажет. Да. От этого человека помощь может приходить постоянно. То есть вам. Причем, ну, вот как, ну, это не благотворительность, это вот как по зову сердца, да, по желанию там, души помогать, да, помогать. Есть время, есть возможность, человек помогает. Так, новое знакомство кому-то идет. Знакомство, ну, тут не могу сказать, мужчина или женщина, но знакомство очень хорошее, потому что человек сам по себе приличный, воспитанный, добрый, отзывчивый. Человек может со временем стать для вас надежным другом, да, опорой, ну, либо даже каким-то помощником. Дальше, мои хорошие, у кого-то работа будет. Работа вот связанная... Либо вы дома будете у себя работать, либо у кого-то вы дома будете работать. Как-то очень много всего и риск того, что вы устанете. То есть старайтесь планировать. Если вас позвали помочь, обговорите заранее там объем работы, что мы будем делать, как мы будем делать. То есть здесь риск того, что вы... Ну, если кому-то пойдете, да, прям до самой ночи можете задержаться, устанете очень сильно. Если дома сами, то же самое. Знаете, вот как не рассчитал человек время, и оно уже как через силу пойдет, да, вот прям до глубокой ночи что-то будете делать. И, может, будете смеяться, но мне почему-то кажется, какие-то закрутки, да. Ну, вот по дому что-то человек делает, вот похоже на закрутки. Когда банка, что ли, идет, не знаю. Вот, кто-то, может, действительно будет консервацией заниматься. Так, еще дети выходят, но дети у нас достаточно прилично себя будут вести. И обращайте внимание, кто вот, у кого, вернее, детки вот постоянно куда-то смотрят. Ну, экран, да, телефон, компьютер. Могут быть какие-то запрещенки, да, то есть может ребенок ваш не на те сайты ходит, да, либо не те видео смотрит. Обратите внимание. Вот видите, что дети притихли, так тихонечко себе сидят, что там делают. Вы там в комнату заходите, они такие все раз, сразу там что-то повыключали, с такими огромными глазами сидят на вас, смотрят, типа, как дела, нормально, все у нас хорошо. Вот, обращайте внимание, вот куда смотрит ребенок, вот монитор, телефон, надо там поковыряться, посмотреть, где они ходят в интернете, да, что смотрят, что делают. Может быть, вам совсем не понравится, да.
чем занимаются ваши дети, когда сидят себе тихо в своей комнате. За этим надо следить, девочки, мальчики, кто смотрит, за этим обязательно нужно следить. Так, еще здесь какое-то трудное решение, трудное, очень трудное, но это не ваше решение, это кто-то решает. Кто-то решает и вам как будто бы ответ сообщает. Вот кто-то ждет решения от другого человека. Решение вы это получите, вам это озвучат. Это не совсем то, на что вы надеетесь, но тоже как-то вот благоприятно для вас. В принципе, согласитесь. Вы согласитесь, скажете, ну ладно, хотя бы так. Не могу сказать, от кого решение, но дождетесь, наконец-таки решение будет вам выдано. Так, у меня здесь семья встречается в полном составе. Семья, смотрите какая, мама, папа, дети, либо ребенок. Тут встреча идет, именно семейная встреча, очень теплая, очень добрая. Может быть, муж вернется, может быть, жена вернется с командировки. То есть как встреча вот семьи происходит. Все будут друг другу рады. Если были какие-то там конфликты, недоговоренности, то как рукой сняло, да? Вот эта вот разлука, она сгладила все конфликты, все вопросы. Так, кому-то действительно внуки приедут в гости, внуки, причем ждали вы этих внуков, надеялись, готовились, все никак не могли до вас доехать, и вот наконец-таки доедут. Тоже вот как радостное событие у кого-то на пороге. Так, у кого-то проблемы, скорее всего, с соседями, либо с коллегами, больше соседей, конечно, идет. Какие-то люди невоспитанные, либо пьющие. Но это не только у вас. Вот как вы с кем-то будете разговор вести, либо объединяться, чтобы призвать тех, кто мешает, к ответу. То есть, может быть, даже какие-то подписи будут собираться. Может быть, люди будут обращаться, там, правоохранительные органы, либо, там, не знаю, куда обычно обращаются. То есть, как бы вас как будто бы привлекают к этому действию. Вот. А для вас это приятно, потому что вас тоже эта ситуация достала, и вы хотите, чтобы наконец-таки там был покой, да, либо не было какого-то раздрая. То есть как-то для вас это будет прям приятное событие, вы с большим удовольствием поучаствуете. Так, а еще здесь вот женщина будет либо что-то покупать, примерять, либо для детей будут покупать, примерять. Какие-то очень красивые покупки идут. Вот одежда похожа, одежда вот именно. Либо для себя, либо для детей. Очень как-то удачно. Удачно и качество, и цена. Вот прям попадете в вот такое место, где очень хорошо можете скупиться. Все будут рады, все будут довольны, прям так с удовольствием. Вот такой шопинг очень приятный для вас идет. Да, мои хорошие, но цыпочка неплохая. Берегите себя. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.